Стратэгічны эканамічны план Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў. Улады прэзентавалі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на бліжэйшую пяцігодку. Гэты дакумент традыцыйна прэзентуецца і потым зацвярджаецца на гэтак званым усебеларускім сходзе. Што ж там напісалі ў гэтым дакуменце? Як дзейныя ўлады бачаць эканамічную будучыню нашай краіны, як гэта ўсё будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах. У эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Частному не достается ничего, а остальные как бы кормятся вот с руки Нацбанка. Цели сейчас правительства и цели Лукашенко, они действительно похожи, начинают расходиться. Чиновники сейчас пытаются продать Лукашенко планы огромных затрат. А если что, мы будем бомбить Воронеж. В нашем выпадку это мы будем бомбить Воложин. Вот такі эканамічны комплексны план на пяцігодку. Ну, гучыць лагічна, што трэба мець нейкую стратэгію, але наколькі это ўвогуле магчыма ствараць комплексны рэальны эканамічны план на 5 гадоў наперад ажно? Составлять-то, конечно, вполне реально. Другое дело, насколько это всегда совпадает потом с действительностью. А наколькі это совпадает с рэчаіснасцю, с теми выниками, якія мы маем на гэты момент эканамічны? Ну, на самом деле, сейчас мы находимся в полноценной рецессии, причем рецессии экономической, вызванной и сжатием конечного спроса, и инвестиционной рецессии находимся. Инвестиции в основной капитал минус 7,2%. По отношению к прошлому году в течение 2020 года. Причем, если брать, там основное падение произошло во второй половине года, и темпы его таковы, что, ну, наверное, они вообще рекордные за всю вот современную историю Беларуси. Вот причем ситуация с инвестициями усугубляется еще тем, что там же есть два компонента. Один из них – это строительно-монтажные работы, и второе – это затраты, собственно, на машины, оборудование и так далее, станки новые. Так вот, если первая компонента, она там в небольшом плюсе по году, то вторая, она минус там 16 с копейками процентов. Ну, як вынік все это ВУП? Да. Вышли данные, наконец, по итогам 2020 года, минус 0,9%. Есть серьезное подозрение, что происходят определенные числовые махинации. Внезапно, вот как раз за один месяц, произошла переоценка дефлятора ВВП. Для того, чтобы посчитать рост реального выражения, приводится корректировка, значит, в постоянных ценах с помощью вот этого самого дефлятора. Так вот, он был 12% за 11 месяцев, а стал 10,1%. То есть практически 2% разницы, которая приводит к тому, что фактически тем самым реальный рост как бы выглядит на 2% лучше, чем мог бы быть. А на самой справе кошты у нас растут, так? В смысле, темпы? Да, вот это вот, кстати, тоже интересный момент. Как раз последние месяцы года дают устойчивую тенденцию на рост внутренних цен в экономике. Вот, например, потребительской инфляции. То есть у нас сейчас по итогам года 7,4% ВВП, планировалось ниже 5%. Вот к вопросу о, значит, депрессии потребительской очень хорошо видно по динамике там, розничного товарооборота. Он и так вблизи нуля по сравнению с прошлым годом, хотя он обычно там динамический рост за счет потребительского кредитования. А то компонента именно продаж в общественном питании там минус 20% по итогам года. Продажи новых авто, значит, по данным вот, Белорусской автомобильной ассоциации, минус 18% к прошлому году. Ситуация на рынке жилья, ну вот, скажем, если по Минску смотреть, то там, значит, в денежном выражении на 17, примерно 20% сократился рынок. То есть сейчас это худшее состояние рынка недвижимости за последние 7 лет. То есть фактически по всем сегментам абсолютно, да, происходит сжатие конечного спроса. Ну и плюс сюда еще наложить вот эту вот самую инвестиционную депрессию, и вот мы получаем как бы перспективы, на самом деле, долгосрочного застоя в экономике. И вот на фоне этого всего рисуются планы, где мы там обеспечим рост на 20%, что инвестиций, что ВВП, что располагаемых доходов населения. Может быть, за кошт неких там кредитов замежных? Так а откуда их взять, если сейчас доступ к ним практически ограничен, и единственным источником является как раз вот этот Евразийский банк развития, подконтрольным ему фонд стабилизации и развития. Главное, для чего эти средства выделяются сейчас, там никакая не антикризисная программа, а открытым текстом речь идет, ну, они говорят так, для того, чтобы облегчить будущую долговую нагрузку на бюджет Республики Беларусь. А какая она, до речи, зараз? Значит, у нас пик, по их подсчетам, наступает в 2023 году,
если в процентах от ВВП считать, обслуживание внешнего долга, значит, будет там снижаться от 7 до 5% ВВП. То есть 7-5% ВВП тратится исключительно на то, чтобы рассчитываться по внешним долгам. Ну, как я уже говорил, это гигантская величина. Атрымліваецца, ну добра, немагчыма за кошт замежнага доўга раскруціць эканоміку, можа быць, зноў тады надрукаваць грошай. Вот у меня есть такое подозрение, что на это ставится самая большая ставка. И для меня, наверное, ключевым было событие 15 января, когда к Лукашенко на прием пришел нынешний глава Нацбанка Павел Калаур и помощник президента по экономике Бельский, который, как мы знаем, был главным сторонником вот как раз старой этой идеи, что можно так напечатать деньги, которые не скажутся на инфляции. А ходили слухи, я вот думал, комментировать их, не комментировать, о том, что готовится отставка насчет главы Нацбанка. Она не состоялась. Но в любом случае интересно было, что ровно в этот же день произошло продление, вот то, о чем мы говорили, вот этого режима, когда Нацбанк еще в сентябре отказался от операций, постоянно действующих операций предоставления ликвидности коммерческим банкам. То есть получается, что нетто-эффектом такого режима означает то, что если раньше хотя бы что-то доставалось там, не государственному сектору, да, там, на общих основаниях, пускай это было дороже, а для казенного сектора было дешевле, то сейчас частному не достается ничего, а остальные как бы кормятся вот с руки Нацбанка. Так вот, эта приостановка предоставления ликвидности, она продлена сразу до 18 мая, то есть это как минимум означает, что до этого периода Нацбанк оценивает, что в этой ситуации неопределенности, зажатости экономики будем жить и дальше. Особенно интересно было наблюдать за совещанием у Лукашенко 21 января, которое как раз было посвящено утверждению государственной инвестиционной программы. И вот Лукашенко смотрит, говорит, что это такое? Вы такое ощущение, что значит, отдельные там члены правительства, а может быть даже и целиком, оторвались от реалий, в которых мы живем, какого черта там, значит, эта программа переполнена проектами, без которых можно обойтись. Здесь, понимаешь, здесь важнее вот что цели сейчас правительства и цели Лукашенко, они действительно похожи, начинают расходиться. То есть Лукашенко готов говорить, стойте, там, я понимаю ваши там аппетиты, да, но моя задача же сейчас – это максимальная экономия, потому что тратить нужно на то, что нужно самому Лукашенко. Ну, то есть мы понимаем, да, в основном это силовая составляющая, да, и там, как сказать, нужен же запас на случай если. И, кстати говоря, вот эта вот идея сокращения, как ему кажется, расходов, которые не приносят прямо сейчас результатов, похоже, она давно уже осуществляется и, наконец, дает свои негативные плоды. В частности, вот это вот постоянное недоинвестирование в обслуживание базовой инфраструктуры, которое приводит к тому, да, совершенно верно. Мы же видим, что, начиная с лета, да, это же не сегодняшний феномен, вот эта вот грязная вода, отсутствие водоснабжения, отсутствие отопления, прорыв труб, которые чуть ли не в один день случаются, это как раз вот результат вот этого недоинвестирования. Это та самая ситуация, когда скупой платит дважды, когда если ты экономишь на обслуживании, то потом тебе требуется огромное количество денег для того, чтобы с этими авариями справляться. Вот, ну, кстати говоря, в этом совещании там еще один интересный был момент. То есть Лукашенко там внезапно об этом включил вот всю свою вот эту вот, как бы, как сказать, все свои старые популистские ходы. Это, помнишь его эта знаменитая фраза о том, что ну, это же налоги это святое, это, значит, соответственно, нужно там максимально ужесточать наказание за налоговое преступление. Смотрите, какие там страшные, бешеные сроки, как он выражается, в Соединенных Штатах Америки, а мы, значит, спокойно смотрим на то, как у нас отрасль уходит в тень. Короче, вносите самые жесткие меры по поводу вот, значит, нарушений законодательства по налогам. И это удивительным образом снова противоречит основному посылу вот этой самой капитальной программе на 21-25 годы, где вынуждены были прописать то, что нужно же как-то улучшать экономический климат. Там прямо было предусмотрено, что необходим пересмотр оснований привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления. Прямо так и написано. Значит, за экономические преступления только экономическое наказание. Ну, а тут мы видим, значит, максимальные сроки там и так далее за это. То есть, еще раз говорю, задачи и планы правительства начинают расходиться с установками и требованиями самого Лукашенко. И здесь это особенно хорошо видно. Мне кажется, что с налогами у нас вообще интересная ситуация. Мы рассказывали уже о том, что, ссылаясь на то, что, как говорил Сильвестров, министр финансов, что нам же никто не обещал
коронавирус, да, то есть вот он случился, расходы бюджета выросли на здравоохранение, и вот поэтому мы временно, значит, начинаем убирать льготы. И вот практически министр по налогам и сборам Наливайко в интервью телевидению, да, фактически противоречит министру финансов, и он говорит о том, что вообще позиция нашего ведомства, вот эта вот минимизация льгот, убирание их, которое произошло, это как бы не для того, чтобы увеличивать поступление в бюджет, это для выравнивания конкуренции и социальной справедливости. И в идеале, говорит он, хотелось бы, чтобы льгот вообще практически бы не было, за исключением социальных. Кажется, теперь отбирать льготы, это становится еще большей социальной державой, чем ранее. Наличие нескольких десятков вот этих льготных режимов в разных условиях, для разных инвесторов, в разных зонах, да, это же не от хорошей жизни делалось. То есть это гиперкомпенсация того, что в целом инвестиционный климат и в целом налоговый режим был настолько неблагоприятен для развития бизнеса и вообще какой-либо инвестиционной деятельности, создания новых производств, что под каждый из них практически приходилось создавать какие-то индивидуальные льготы. То есть, в принципе, если Наливайко говорит о том, что нужно делать общий режим для всех и делать его лучше, чем тот, который вот вне этих самых зон, то я с ним полностью согласен. Так, в принципе, делать и нужно. Да, так вот, что интересно, что когда Лукашенко противится, значит, увеличению, раздуванию социальных расходов, да, как бы там же на самом деле не самая главная экономия, в принципе, может быть. Потому что если смотреть на планы правительства 2021-2025 год, то там же чистой воды гигантомания. То есть там планируется, вот я перечислю, значит, реализовать 5 проектов будущего. Это 2 миллиарда инвестиций белорусских рублей, 2000 новых рабочих мест, 70 инновационных проектов, значит, там медицина, фармацевтика, машиностроение, химическая промышленность, энергетика, и еще 7 каких-то отраслевых платформ цифровой трансформации. То есть планы по инвестициям, которые планирует правительство, то есть они гигантские на самом деле. Во многом чиновники сейчас пытаются продать Лукашенко планы огромных затрат просто в расчете на то, что, ты же понимаешь, что это максимально коррупциеемкие проекты. То, на чем жило чиновничество во время модернизации 12-15 годов. И интересно вот, что сам же Головченко, посещая Нафтан, фактически вот этим вот обещанием вложения средств в модернизацию этих нефтеперерабатывающих заводов, он же во многом противоречит своей же собственной, вот, которую он недавно презентовал, программе 21-25. А вот он выступает на НПЗ и говорит: ставка, цитата, на традиционную отрасль промышленности, нефтехимическую. Государство в нее будет и дальше инвестировать. То есть можно писать все, что угодно, можно рассказывать, строить какие угодно планы, какое у нас будет, знаешь, там космические корабли будут бороздить просторы Большого театра, и у нас будет инвестиционное развитие. Но на самом деле мы видим, что ничего нового, кроме закапывания денег в модернизацию традиционных, что называется, почти сырьевых, да, там, продукции первого передела отраслей, да, пока ничего не придумали. Перше, сёлета ў санкцыях, якія захад накладвае на Беларусь, упершыню прысутнічаюць фармулёўкі, што за карупцыю, за санкцыі, за карупцыйныя сувязі з уладамі. І як увогуле гэтыя санкцыі паўплывалі на эканоміку дагэтуль? Дело в том, что пока серьезного влияния мы еще не видим, но на будущее они, несомненно, влиять будут, потому что, и, кстати говоря, во многом противоречат этим планам по модернизации и развитию новых производств. Потому что вот, например, на телевидении выступал министр промышленности Петр Пархомчик и говорит: Финляндия отказалась поставлять определенные комплектующие, Германия начала сдерживать поставки, это я его цитирую. И, соответственно, вот ограничение поставок западных комплектующих техники и оборудования, и особенно технологий, это как бы для нас, для Минпрома, стимул заниматься вопросами импортозамещения. То есть речь идет о чем? Что сама логика импортозамещения, она противоречит логике, на самом деле, инновационного развития. И это всегда у нас так было. До речі, а што тычыцца санкцыяў, все ж наши абяцаюць неяк улады адказаць на іх. Как раз, когда шел разговор о Гродно-Азоте, как раз вот 12 числа, когда Лукашенко принимал министра промышленности и вице-премьера, он сказал, что и вообще нужно как-то нам, что-то как-то Запад, значит, нехорошо себя ведет, и нам уже хватит на это смотреть, и нужно, значит, каким-то образом отвечать на это симметрично, и пора бы уже показывать зубы.
Пока из того, что я читал, ну, то есть идеи же разные витают. Вот, например, была такая отдельная, значит, заметка бывшего декана экономического факультета БГУ Ковалева о том, как мы могли бы там, значит, на эти санкции ответить. И у него там несколько идей. Одна – это, а давайте, может быть, как-то мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину. А это, извините, сейчас самый большой, самый растущий рынок сбыта и самый близкий. То есть кому мы хуже сделаем? Самый прибытковый. Совершенно верно. Премиальный для нас рынок. Или, а давайте, может быть, мы там переориентируем экспортные товары в российские порты. Мы знаем, что это на самом деле только дороже и хуже для нас. И еще одна такая совсем уже безумная идея у него в статье была. А вообще, может быть, мы даже подумаем о том, Северный поток же еще типа не построили, а мы можем взять и перекрыть типа Западу в зимнее время, значит, эти трубы. Конечно же, желание каким-то образом ответить есть, но в то же самое время не очень понятно, возможно ли придумать какой-то ответ такой, который бы не принес вреда нам самим от этих самосанкций, да, ответных больше, чем тем, кому мы пытаемся этот ущерб нанести. Как знаешь, есть такой в России мем, значит, а если что, мы будем бомбить Воронеж. В нашем выпадку это мы будем бомбить Воложин. Ну, например, да, вот белорусский аналог, да, бомбить Воложин. Да, інноваційних проєктів у кожний кризис Лукашенко вспоминає, что у нас у щепа можна топить щепой. Да, это правда. То есть, вопреки гигантомании, запланированной в программе на 25, да, Лукашенко начинает в моменты кризисные мыслить вот категориями такого, знаешь, дауншифтинга. Из отходов древесного производства, из щепы и так далее наделаем пеллетов. Правда же, это же выгодная вещь, спрашивает он министра лесного хозяйства. Он говорит, да, конечно, все законтрактовано и так далее. И говорит, вообще древесина, это же классная штука, она импортозамещающая, позволяет заместить газ, которым мы топим сейчас и производим электроэнергию. Но это немножко как-то противоречит его же собственной идее. Погодите, зачем топить дровами, когда у нас вот электростанция же только что построена как раз для производства электроэнергии? Так вот, почему, как мне кажется, Лукашенко не говорит сейчас о атомной электростанции? Потому что у него эту идею электроэнергии и ее использования снова чиновники превратили в свою любимую гигантоманию. Вот не так давно в эфире телеканала СТВ глава Академии наук Гусаков, академик, начинает рассказывать об электрификации. Он берет лозунг удвоения ВВП до 100 миллиардов долларов. Правда, зачем-то произносит 100 миллиардов рублей, но как бы академик старенький, ему простительно перепутать рубли и доллары и так далее. Значит, надо в 2 раза увеличить производство. Значит, если планы удваивать, то, соответственно, нужно вот эти самые энергоемкие производства развивать. Соответственно, как он говорит, значит, нужно в 2 раза больше энергии и ресурсов, а значит, по его подсчетам, через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. И понадобится еще вот эта та самая, как говорит, правильно прорабатывается задача второй электростанции. А если, значит, мы и дальше будем так хорошо развиваться, то через 20-25 лет я даже вижу необходимость и в 3-й атомной электростанции. То есть настолько понравилось освоение ресурсов на строительство. Ну, это же самый дорогой инвестиционный проект, который у нас был вообще. Итак, у нас есть 5-гадовы план, які вельмі амбітны, атрымліваецца, там суперінавацыйныя прадпрыемствы і так далей. А на самой справе кароткатэрміновы план, як ты кажаш, на год это нафта, калій, толькі тое, што жыць з таго, што было шчепа, і адзіна, што чыноўнікі спрабуюць туды прасунуць пару гіганцкіх інвестыцыйных праектаў, каб паасвойваць гэтыя сродкі. Як вось гэта ўсё можа адбівацца на звычайных людзях бліжэйшым часам? Если действительно мы не видим ни источников, да, ну, без вот тех самых, как говорит Лукашенко, безвоздушных средств, да, которые могли бы финансировать эти самые гигантские проекты, это означает, что ситуация вот этой инвестиционной потребительской рецессии, в которой мы находимся сейчас, она и будет продолжаться. То есть если раньше вопрос стоял о чем? Как этот кризис произойдет? Он будет либо банковский, финансовый, либо это будет кризис реального сектора. Ну, собственно говоря, он уже приближается, и это уже, по крайней мере, по частным предприятиям видно. Да? То есть где именно он состоится? Просто разница их в том, что обычно банковский кризис происходит резко и внезапно, а вот кризис как раз реального сектора, он идет вот таким медленным погружением, таким застоем, гниением предприятий.
Похоже, что все-таки решили острый кризис предотвратить. Карлауру, видимо, удалось убедить Лукашенко, что так делать не надо. То бок атрымліваецца, што выглядае на тое, што мы падыходзім не да пагаршэння рэзкага дэвальвацыйнага, калі ў разы змяншаюцца доходы, а ўлады будуць імкнуцца рабіць это пагаршэнне, якое непазбежнае, максімальна больш плаўным. Да, делать это медленно и печально. Кажется, павольнае пагаршэнне з пастаяннай рызыкай прорыва. Именно так. Каб не прапусціць новых выпускаў перадачы «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. з вами быў Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго.